Об историческом же музее можно сказать напоследок отдельное. Турецкое управление по сотрудничеству и развитию ТИКа выделило на его ремонт в 2016 году грант в $15 миллионов. 5 миллионов на внешние работы и 10 миллионов на экспозицию. Внешние работы ТИКа завершила в 2017 году, даже сэкономив 1 миллион. Когда это стало известно, власти Кыргызстана потребовали завершить все через полгода, ко Дню независимости 31 августа 2017 года. Но это было невозможно, и турки отбыли вместе с 11 миллионами своих долларов. Тогда президент Атамбаев поручил завершить ремонт ставшему тогда уже премьером Сапару Исакову. Тот нашел из госбюджета в 2 раза больше средств – 22 миллиона долларов. Договорились с немецкой компанией «Райер». Она свою работу выполнила, но музей до сих пор не открыт. А Кыргызстан оказался еще и должен немецкой фирме 225 тысяч евро. Если бы Атамбаев ничего не делал, просто ничего не делал, музей давно был бы отремонтирован турками за их счет и без траты 22 миллионов долларов из кыргызского бюджета. Точно так же, если бы Атамбаев ничего не делал по строительству Верхненарынского каскада, ГЭС тоже уже были бы построены, и Кыргызстан не оказался бы должен российскому Росгидро 37 миллионов долларов. Вот так живем.